Добрый день, уважаемые коллеги! Мы приветствуем участников совещания по созданию и сопровождению Ассоциации образовательных организаций Республики Коми, которым присвоены имена героев труда, Великой Отечественной войны, Афганистана, других локальных вооруженных конфликтов, известных деятелей науки и культуры. Уважаемые коллеги, в исполнении приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми на уровне нашей республики организована работа по созданию ассоциации. И нам очень приятно, что сегодня у нас будет возможность обсудить нормативно-правовые акты, обозначить идеологию работы ассоциации. Я передаю слово для приветствия Галине Николаевне Кравченко, которая в течение сегодняшнего дня будет работать вместе с вами. Галина Николаевна является представителем Общественной палаты Республики Коми, региональный эксперт. Галина Николаевна, я прошу поприветствовать, и далее я передам слово уже модератору для того, чтобы мы сопровождали работу. Значит, мне поприветствовать только. Только поприветствовать, да. Уважаемые друзья, уважаемые учителя, действительно, мне очень хочется вас поприветствовать в этих сложных условиях, в которых вы сегодня работаете. Все говорят, что вот после завершения пандемии мы станем все другими, но, к сожалению, никто не отвечает на этот вопрос, какими мы должны стать. Я полагаю, что эта тема, которая сегодня обсуждается в таком с такой значимой категорией, как учителя нашей республики, я думаю, что мы должны вот в этой теме, наверное, попытаться ответить на вопрос, какими же мы хотим стать или какими мы будем. Поэтому я рассчитываю на то, что мы конструктивно с вами сегодня обсудим эту тему и будем уже понимать, что мы будем дальше делать. Спасибо, Галина Николаевна. Уважаемые коллеги, принимают участие в сегодняшнем совещании 20 общеобразовательных организаций нашей республики. Мы понимаем, что это первое совещание, которое является для нас очень важным с точки зрения проектирования пространства сопровождения ассоциации. У каждого из вас есть возможность задать вопросы в нашем чате. Коллеги, я думаю, что это будет очень важно для нас, для построения следующего этапа работы. И, конечно, мы в дальнейшем будем надеяться уже, коллеги, на очную встречу. Я передаю слово модератору нашего совещания Наталье Николаевне Исаевой, которая будет вместе с вами работать. Добрый день, коллеги. Рада вас поприветствовать. И Галина Владимировна обозначила нашу сегодняшнюю тему встречи. И хотела бы попросить Галину Николаевну Кравченко, эксперт Общественной палаты Республики Коми, рассказать об идее создания ассоциации, потому что именно Галина Николаевна является идейным представителем этого начинания. Благодаря именно Галине Николаевне, в общем-то, мы с вами задумались о создании ассоциации образовательных организаций, которым присвоены имена выдающихся деятелей. Галина Николаевна, есть такая возможность? Спасибо большое за предоставленное слово. Значит, меня здесь представили как эксперта Общественной палаты, но я хочу сказать, что причина того, что я выступила с такой инициативой, с таким предложением в адрес Министерства образования Республики Коми, в частности, обращалась к Наталье Владимировне, и причина в том, что я мама. Я мама воина-интернационалиста, имя которого носит Вуктыльская средняя школа номер 2. Эта школа носит имя моего сына, Кравченко Гены, который погиб в 1988 году в Афганистане. То есть вот по количеству лет вы уже можете сосчитать о том, что это более 30 лет школа носит имя. Конечно, когда работала я, как человек работала, как мама, я как бы особенно не задумывалась над этим вопросом, что школа носит имя.
имя, а что за этим стоит, какое имя, вот, какую оно смысловую нагрузку несет в воспитательной работе этой школы, как ученики знают об истории войны в Афганистане, не знают. Когда я работала, мне было просто не было времени конкретно этим вопросом вплотную заняться. И вот сейчас, когда я нахожусь уже несколько лет на пенсии, я стала с школой, с директором, с учителями поддерживать более тесные связи. И я поняла, вот через свою душу и сердце я пропустила эту тему, я поняла, изучила, сколько у нас в республике школ, которые носят имена. И вот по статистике Министерства образования таких учебных заведений, в том числе и школ, но в основном школ, их более 30. И каждая школа, это только вот если брать районы Усыльма, Ижма, ну и некоторые еще другие, допустим, в Сыктывкаре, школы носят имена героев Великой Отечественной войны. А остальные, вот, допустим, в Уктыле, единственная в своем роде школа носит имя воина-интернационалиста, погибшего в Афганистане. В Нижнепогосском районе школа носит имя военнослужащего, который погиб на подводной лодке «Курск». В Печоре есть школа, которая носит имя Ивана Егоровича Кулакова. Это человек, основная часть его жизни связана с парламентской деятельностью. В Ухте школа носит имя Алексеева. Алексеева – это представитель Комитета государственной безопасности, который погиб в Чечне и так далее. Можно продолжать. Таких вот школ, учебных заведений более 30. Есть гимназия искусств, которая носит имя Юрия Алексеевича Спиридонова. Это политический деятель. Есть школа, которая носит имя Ивана Павловича Морозова. Это тоже как бы другое имя, которое отражает мирное время для нашей республики Коми. То есть школы, каждая школа вот с именем, она отражает не только имя, она отражает определенный отрезок истории нашей страны. И мне кажется, почему я проявила такую инициативу, что мы немножечко не дотягиваем в плане организации воспитательной работы и изучения в школах, в этих школах, которые носят имена, вот этого отрезка истории, символом которого является то или другое имя. Поэтому, да, я очень хорошо, как мне кажется, понимаю те проблемы с организацией воспитательной работы в школах, с которыми сталкиваются сегодня учителя. Очень хорошо понимаю. Потому что, знаете, вот эта реформа и шарахание с одной стороны в другую сторону, оно не есть хорошо. И, конечно, отражается на воспитании наших детей. Большая работа по воспитанию детей в школах проводится, да? Но мне кажется, что если мы возьмем вот этот сегмент школ, которые носят имена героев труда, Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, и сами, вот благодаря созданию этой ассоциации изучим тот опыт, который у нас есть, и проанализируем, найдем лучший опыт по созданию традиций в этих школах, по изучению истории в этих школах, конкретно по направлениям, по тем направлениям, по именам, которые носят школы, да, по оформлению сайтов, которые вот этих школ. Я думаю, что, вот я уверена в этом, что только самостоятельным путем, только взаимодействие друг с другом мы в своем регионе, учитывая нашу самостоятельность, что мы можем это делать, мы поднимем своих героев, уделим больше внимания изучению истории не просто вот по книжке, по газете, а именно на живом материале, на той истории, которая вот в конкретном имени в этом отражена, в этом имени, в этом учебном заведении. Поэтому я очень благодарна и хочу публично об этом сказать Наталье Владимировне, министру образования, которая приняла меня, я к ней пошла, обратилась с личным вопросом, она приняла, поняла, дала возможность выступить мне на ассоциации министерства, на коллегии Министерства образования, где я выступила, была поддержана членами ассоциации. И вот сегодня совещание – это продолжение всей той работы, которая
ну, как бы проведена еще так в узком таком кругу на уровне министра образования, ее заместителя, института образования. Я думаю, что сегодня наш разговор, вот этот онлайн, да, он даст продолжение вот этой идее, этому предложению. Я закончила свою речь. Спасибо большое, Галина Николаевна. Я бы попросила возможность еще раз подключиться, потому что, когда будем обсуждать план работы, мне кажется, коллегам будет услышать и ваше мнение о, возможно, каких-то направлениях работы, о которых они ранее не задумывались. Итак, коллеги, мы услышали и Галину Владимировну, и Галину Николаевну, это, собственно, те люди, которые стояли у истоков этой идеи. И сейчас я предлагаю нам с вами ознакомиться с нормативно-правовой базой, подкрепляющей создание и сопровождение Ассоциации образовательных организаций. Итак, надеюсь, будет видно, для того, чтобы все документы будут вам направлены. Итак, коллеги, 25 марта 2020 года Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми издает приказ номер 267, он сейчас у вас на экране, об организации работы по созданию Ассоциации образовательных организаций Республики Коми, которым присвоены имена героев и участников Великой Отечественной войны, военных конфликтов, известных деятелей в области науки, культуры, политики и так далее. И в котором в констатирующей части написано: во исполнении решения коллегии Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, как раз та самая коллегия, о которой говорила Галина Николаевна, от 19 декабря 2019 года в целях проведения системной, методической и организационной работы по вопросам патриотического воспитания детей и молодежи приказывается. Итак, что же касается именно образовательных организаций? Мы говорим, что в данном приказе необходимо организовать работу по созданию Ассоциации образовательных организаций Республики Коми. И ряд нормативно-правовых актов мы разобрали, и сейчас мы вас с ними ознакомим. Провести в апреле организационное совещание. Мы его сегодня, первое организационное совещание, проводим. Далее организовать на совещании работу по рассмотрению и утверждению положения об ассоциации. И меня слышно? У меня какие-то случились проблемы с интернетом. Коллеги. Итак, я продолжаю. Я выключила видео, потому что боюсь, что из-за видео нагрузка на интернет большая, поэтому сейчас будем общаться с вами только посредством голосового общения с моей стороны. Итак, в приказе Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми таких образовательных организаций было указано 23. На сегодняшний день мы понимаем, что, как верно сказала Галина Николаевна, таких ассоциаций у нас с вами на территории Республики Коми уже 28. Потому что вот буквально после издания приказа, во время проведения всех работ, еще ряду образовательных организаций были присвоены имена тех или иных выдающихся личностей. Что же подразумевает наша работа? Коллеги, на сегодняшний день разработан проект положения ассоциации. Я позволю остановиться на некоторых моментах, связанных с этим положением. Итак, Ассоциация образовательных организаций, которым присвоены имена героев труда, Великой Отечественной войны, Афганистана, других локальных вооруженных конфликтов, известных деятелей
науки и культуры, далее именуемая образовательными организацией, это добровольная общественная организация, создаваемая при Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Она создается с целью разработки и внедрения инновационной модели сетевого партнерства именных образовательных организаций Республики Коми для повышения эффективности форм и методов работы педагогов этих школ по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся и их социализации в обществе. Ассоциация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Общественной палатой Республики Коми, Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, органами местного самоуправления, муниципальными органами управления образованием, республиканскими и местными общественными организациями. Посмотрите, кто может входить в ассоциацию. Итак, в ассоциацию могут входить именные образовательные организации Республики Коми, но еще и ассоциация открыта для вступления новых членов. Прием в состав ассоциации осуществляется на основе заявления директора именной образовательной организации, составленной по определенной форме, и сейчас я вам его покажу. Посмотрите. Звука нет? Итак, заявление пишется на имя министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Посмотрите, как он звучит. Это пример, образец. Педагогический совет образовательной организации просит вас включить наш коллектив в состав Ассоциации образовательных организаций Республики Коми. Далее название ассоциации. С положением об ассоциации коллектив образовательной организации, полное наименование, ознакомлен. Поддерживаем общее положение, цель, основные задачи, виды и формы деятельности ассоциации, а также права и обязанности членов ассоциации. Далее идет директор, фамилия, имя, отчество полностью, подпись и дата. Коллеги, я напоминаю, что данные документы идут мы их вам направляем на согласование. Итак, теперь вернемся к проекту. Смотрим далее. Что еще говорится в проекте положения? Место нахождения ассоциации, офис Министерства образования, науки и молодежной политики, координирует и обеспечивает решение организационных вопросов деятельности ассоциации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Основные задачи, посмотрите. Основные задачи. Первое. Изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта в именных образовательных организациях Республики Коми по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся и их социализации в обществе. Вторая задача. Дополнительный сбор и обновление существующей информации о периоде истории страны, в котором состоялась личность, имя которой присвоено именному
именной образовательной организации Республики Коми. Далее. Выработка новых современных традиций в именных образовательных организаций Республики Коми, направленных на увековечение памяти о героях, чьи имена присвоены государственным именным образовательным организациям. Посмотрите далее. Оказание методической помощи музеям и библиотекам именных образовательных организаций Республики Коми в повышении эффективности их работы. Методическое сопровождение изучение, обобщение и внедрение передового опыта по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому. Да. И не слышите? А у меня звук идет. Подождите, а страничка листается? Коллеги, теперь меня слышно? Коллеги? Замечательно, спасибо большое. Итак, коллеги, не совсем понимаю, в каком моменте я остановилась, поэтому членство ассоциации услышали? Кто может входить? Еще раз обращу тогда внимание, я прошу прощения, если повторюсь, просто действительно не совсем понимаю, в каком моменте пропало. Итак, смотрите, в ассоциацию могут входить, я просто повторю немножечко, в ассоциацию могут входить именные образовательные организации Республики Коми, и ассоциация открыта для вступления новых членов. Прием в состав происходит по заявлению. Я по нему проходилась, надеюсь, что все записалось. В любом случае мы вам все документы отправим на обсуждение. Далее. Основные задачи. Коллеги, то, о чем говорила Галина Николаевна, это не только изучение и обобщение, распространение вашего опыта в именных образовательных организациях по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся, их социализации в обществе. Но кроме этого, это же еще и дополнительный сбор и обновление существующей информации о периоде истории страны, в котором состоялась данная личность, имя которой присвоено именному образовательному организации. Далее, это выработка новых современных традиций в именных образовательных организаций Республики Коми, которые направлены на увековечение памяти о героях, чьи имена присвоены государством, именным образовательным организациям. Оказание методической помощи музеям и библиотекам именных образовательных организаций. В повышении эффективности их работы по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся и их социализации в обществе. В данном случае хочу лишь подтвердить слова Галины Николаевны, что, к сожалению, общаясь с обучающимися некоторых таких образовательных организаций, спрашивая, чье имя носит данная образовательная организация, дети разводят руками. Ну, то есть могут назвать фамилию, хорошо, если имя, отчество полностью расшифровать. А кто был этот человек, сказать уже не могут. Поэтому понятное дело, что образовательная организация работает в данном направлении, но усилить эту работу необходимо. Поэтому и добавили совершенствование форм, механизмов социального партнерства, формирование и обновление баз данных, анализ интернет-сайтов и блогосферы именных образовательных организаций Республики Коми. Коллеги, к сожалению, вот когда я готовила информацию по образовательным организациям, которым присвоены имена, скажу обобщенно, выдающихся личностей, коллеги, в ряде образовательных организаций
информация о том, кто был тот человек, чье имя носит образовательная организация, на сайте не представлена вообще никак, что меня удивило. Согласитесь, что коль скоро вы носите имя этого человека, героя, деятеля культуры, искусства, политики и так далее, коллеги, об этом должны знать все. Поэтому мы и говорим о том, что следующая задача – это совершенствование системы показателей, оценки уровня и эффективности работы педагогических коллективов именных образовательных организаций и по духовно-нравственному, и по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся и их социализации в обществе. Расширение диапазона профессионального общения педагогического сообщества именных образовательных организаций. Посмотрите, виды деятельности сформулировали очень общими словами. Это просветительская, образовательная, информационная, научно-исследовательская. И формы деятельности мы расписали и конкурсы, и конференции, и олимпиады, и фестивали, и тренинги, и так далее. Коллеги, очень хочется, чтобы все эти формы работы были представлены в вашем плане работы. И я сейчас попрошу подключиться Галину Николаевну для того, чтобы она прокомментировала. Я на экран вывела, конечно, примерный план работы, для того, чтобы Галина Николаевна прокомментировала, какие направления работы хотелось бы отразить в данном плане. Благодарю вас, Наталья Николаевна. Значит, я думаю, что вот я сейчас подключилась, и как бы больше не буду задерживать внимание всех участников нашего совещания. Первое, что я с чем хотела к вам обратиться, я, конечно, не сомневаюсь в том, что все, кто нас сейчас слушает и принимает участие в этом совещании, изучив документы, которые разработал институт совместно с Министерством образования, вы все проникнетесь и поймете, насколько нужна эта ассоциация. И я вот просто прошу вас не заорганизовываться, а по-человечески подойти вот к этой теме, по-человечески, так, как вы умеете делать. У нас сейчас в нашей жизни очень много проводится и дается установок сверху, в том числе и в большей степени с Министерства образования Российской Федерации, где новые стали герои появляться. И те герои, на которых вот воспитывалось мое поколение, оно стало забываться. Мы вместе с вами, вот родители, я сегодня как наглядное пособие перед вами выступаю, и учителя, дети, мы не должны забывать тех героев, которые жили, живут вместе с нами, рядом с нами. Мы их должны знать. Это наша региональная составляющая. Это вот то, что сейчас вот перед нами, перед нашими глазами, в наших руках, что мы можем, не надо нам далеко идти теоретически куда-то уплывать, да? Нам надо вот здесь и сейчас, где есть живые свидетели, воспитывать наших людей. Поэтому планчик нашей ассоциации, он очень небольшой, очень небольшой. Я думаю, что вот когда мы встретимся с вами здесь вот воочию, и этот план, он намного расширится. Но этот план, он направлен, и создание ассоциации направлен на совершенствование работы по патриотическому воспитанию в наших школах на основе того имени, которое носит школа. И вот эти школы, которые носят имена, как я понимаю, это передовой отряд или передовой коллектив вот нашей системы, всей системы образования. Вот, поэтому я очень надеюсь на вас, и уже Наталья Николаевна сказала, что обратите внимание в первую очередь на сайты. Раз они сайты уже есть в школе, значит, они должны быть говорящие, что любой человек должен зайти на сайт, и он должен понимать, где, в каком учебном заведении. Пересмотреть сейчас традиции, их не надо нам очень много. Но, допустим, по своей школе мне легче всего сказать, что школа носит имя воина-интернационалиста, да? Это Афганистан. Поэтому в школе традиционно начало и окончание войны
в какой-то форме в школе, в целом, в общем, и в общем школе, должно каким-то образом отмечаться. Отмечаем, например, День Героя, да? Более 70 человек, воевавших в Афганистане, имя носит, то есть присвоено звание Героя Российской Федерации. Вот этих героев эта школа в первую очередь должна знать. Потом, вот, допустим, в Сыктывкаре школа имени Олега Кошево, да, там очень много информации, но это же единственная школа. Мы сейчас говорим о том, что наша республика развивает туризм. Вот эти школы, это как бы с моей точки зрения, могут быть точками вот именно в системе развития туризма. Приезжают, допустим, в нашу республику туристы из других регионов, но они знают, что школа носит имя Олега Кошевого, это Великая Отечественная война, это Донецк и так далее. И они видят на территории нашей республики вот такую уникальную школу. Потом посмотреть. Вот я недавно была вместе с Людмилой Леонидовной Афанасьевой в Эжве, в школе, по-моему, номер 22, если я не ошибаюсь. Но эта школа носит имя Георгия Димитрова. Это болгарский политический деятель, да? Значит, во дворе есть бюст Димитрову, но уже на школе отсутствует вывеска Георгия Димитрова. Уже в документах отсутствует это имя и спрашивается. Хотя эта школа, вы знаете, я просто там была очень удивлена, приятно, сколько там много информации, как школа много работает именно по воспитанию своих школьников, много новаций, много новых технологий они используют. Но даже по большому счету и прикопаться не к чему, по большому счету. Но вот этот момент, он на сегодняшний день упущен. И когда задали вопрос директора, а в чем дело? Да просто так, механически как-то получилось. А механически как-то получилось, задаемся себе вопросом, разве у нас народную дипломатию кто-то отменил? Разве нам не нужна сегодня дружба нашей республики с другими странами республики, с которыми когда-то республика наша контактировала? То есть здесь много, конечно, вопросов возникает. Я думаю, что, изучив документы, у вас будут какие-то другие свои предложения. Но основная задача создания ассоциации – это обмен опытом, изучение вот этих лучших росточков нашего опыта, которые есть у нас в республике, и распространение его на другие школы. Мы сегодня взяли вот вместе, как бы по моей инициативе министерство взяло вот эту тему школ, которые носят имена. Но у нас ведь еще очень много школ, на здании которых как бы размещены барельефы тоже героев. Тех же ветеранов-афганцев, чеченцев, деятелей культуры, деятелей труда, которые вот в эту ассоциацию, пока они не вошли, пока мы их своим вниманием как бы не уделили должного внимания вот именно этой категории школ. Поэтому я думаю, что за ассоциацией будущее – это здравая идея, которая будет поддержана вами в первую очередь. И очень надеемся, мы в положении там прописали, что школа должна обратиться, директор школы должен обратиться в Совет ассоциации с заявлением. Конечно, этот вопрос должен быть обсужден с педагогическим коллективом, с тем, чтобы это было коллективное решение. Не просто директор написал заявление, формально отправил. Хотелось бы, чтобы коллектив учителей той или иной школы подключился к этому вопросу. Спасибо. Спасибо, Галина Николаевна, за пояснение и разъяснение. Действительно, вот не хотелось бы формализма, хотелось бы реальных действий и отражения деятельности и на сайте, и в образовательном процессе, и в воспитательном процессе. Коллеги, теперь в заключение по основным пунктам положения я прошлась. Я хочу теперь обратиться к вам с просьбой. 6 мая мы в ваш адрес, в адрес всех образовательных организаций направим письмо с просьбой, во-первых, что мы от вас попросим. Очень бы хотелось, коллеги, услышать от вас, во-первых, чтобы в образовательной организации определились
кто будет ответственным от образовательной организации за сопровождение этого процесса именно в образовательной организации. Далее, коллеги, мы просим вас, чтобы вы до нашего, как корректно было сказано, до нашей очной встречи ознакомились с всеми документами на педагогическом совете, либо с использованием дистанционных форм, обсудили проект положения об ассоциации, обсудили проект плана работы и направили, я вам сейчас проговариваю фактически текст письма, который будет направлен в адрес образовательных организаций. И мы попросим вас направить свои предложения в срок до, коллеги, чтобы не затягивать, скажем, до 14 мая 2020 года. В письме будет прописан адрес контактного лица и просим для оперативного решения организационных вопросов назначить ответственное лицо за участие образовательной организации в деятельности ассоциации. Контактным лицом от Института развития образования будет выступать Попова Ванда Цветановна, методист Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности. И также до 14 мая, в письме это будет указано, просим на ее электронный адрес направить всю необходимую информацию. Я благодарю за работу Галину Николаевну, которая явилась инициатором создания этой ассоциации. От лица института выражаю уверенность и надежду, что, коллеги, вы осознаете значимость, важность данной ассоциации и что ассоциация будет создана. И как только снимется режим самоизоляции, мы обязательно проведем первое очное организационное совещание, на котором, я надеюсь, мы уже сможем принять на этом организационном собрании с участием руководителей образовательных организаций, мы с вами примем положение, утвердим план работы и запустим работу ассоциации. Я еще раз благодарю всех участников, Галину Николаевну за ее замечательную идею. Всего доброго. До свидания.